Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас на будущей неделе? Что судьба вам приготовила именно на будущей неделе? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого! Ого! Что я вижу? У вас какое-то состояние, голова кружится, и какой-то мужчина вас прям так вот, знаете, вот хватает, на лету хватает, чтобы вы не упали. От большой радости, либо от большого удивления у вас действительно закружится голова. Вот так все перед глазами поплывет, и вы в состоянии блаженства вот прям готовы будете упасть, но мужчина вас подхватит. Я вот одно не могу понять, то ли мужчина источник этой вашей радости, вашего этого затмения, головокружения, то ли какое-то другое событие, а мужчина просто будет рядом, и вот он вас подхватит. Смотрите, как интересно. Вот она, вы падаете, вот он мужчина, а над вами голова оленя, причем с такими нереальными рогами, что просто даже страшно себе представить. Вот он, видите, вот голова оленя, вот его морда, тут ушки, вот оно ушко, а вот они невероятные рога. Что-то незабываемое, что-то такое, чего раньше никогда не было. Мои хорошие, большая-большая радость, большое везение, обновление, какое-то небывалое крутое изменение в жизни ждет вот вас на будущей неделе. Да так, что прям голова закружится. Может быть, мужчина чего-то добьется, придет и скажет, там, любимая, порадуйся, да, у меня там работа крутая, либо я денег много заработал, либо жизнь наша меняется. А может быть, это событие, вот опять же, связано именно конкретно с вами. Это ваш успех, это ваш результат, это ваши деньги, это ваши достижения. Да, вот прорыв, прогресс мне идет. Слушайте, невероятно. Я хочу взять карты. Я не могу просто смириться, не знаю, как вы, но я не могу смириться. Я хочу понять, что это за олень. Олень вообще знак возрождения, знак новой жизни, знак везения, знак того, что жизнь идет под другим углом, да, улучшается. Вообще олень — это соларный знак. Знак Солнца. Да? Что такое Солнце? Да, это самая яркая и любимая звезда. Под Солнцем все живет, процветает. Рога оленя, кстати, это лучи солнца, это радость, это счастье. Это то, что входит в жизнь человека и наполняет. Давайте посмотрим, что это за событие. Хотя бы приблизительно, да, понимать, что это. Что это за событие. Конец прежнему сразу. Деньги. Вот, дай Боже, чтобы каждый, кто посмотрел, у них все сбылось. Конец прежней жизни. Конец тому, что вас печалило, огорчало, и то, что не давало вам покоя. То, что болело, напрягало. Рыбы — это и деньги, и любовь. В принципе, энергетика похожая у того и у другого. У кого-то деньги, да, большая сумма, либо возможность хорошо зарабатывать, там, работа, да, какой-то выигрыш у кого-то может отыграться. Денежная сумма придет. Прибыль повысится, удачно заключенный контракт, удачное предложение по работе, ну и везение, клевер. Клевер — самая счастливая карта в колоде Ленорман. У вас клевер выходит. Понимаете, повезет, так повезет. Ну вот не зря оленя показали. И смотрите, как еще мужчина у вас вроде как еще посередине стоит, а вот вы и олень, вы влево уходите. То есть такая большая неожиданность. Вы так, давно такого не было. Кто-то скажет, вообще никогда такого не было. Повезет, так повезет. Повезет, так повезет. Счастье. Ребят, счастье. Женщины, девушки мои хорошие, это счастье, это радость. Это то, что вас наполнит. Эту недельку вы не забудете. Будете очень долго вспоминать, потому что именно эта неделя — это отправная точка в вашу новую жизнь, в вашу новую реальность.
Еще, мои хорошие, здесь у вас трефа показана, трефовая масть. Это все, что связано с казенными делами, с казенными людьми. Ну, казенные люди — это представители власти, всяких учреждений, организаций, обычные сотрудники, начальники, там, управленцы. И также это всякие госорганизации, госслужбы. Все, что связано с госуправлением. Смотрите, вам эта трефовая масть прям выходит над головой. Над головой. То есть для вас будет все работать. Сотрудники госорганизаций, корпораций будут стараться для вас. Будут максимально добры, услужливы, приветливы. Если у вас были какие-то проблемы, либо у вас назначены встречи, будь то, не знаю, школа, больница, либо какое-то бюрократическое учреждение, знаете, что вас там встретят как родную, как родного. И все казенные дела с казенными людьми для вас идут очень-очень легкими и удачными. То есть вам нет отказа, для вас нет запретов, и если что-то было неразрешимое, оно решается. Причем решается достаточно быстро, потому что вам и благоволит удача, и также люди на вашей стороне. То есть сотрудники, начальники этих организаций, они стараются вам помочь, да, поскорее все это решить. Опять же, закон. Важно, что закон на вашей стороне, либо закон работает чисто на вас. Ну, вы стоите под этой трефовой мастью и себя чувствуете, опять же, знаете, очень уверенно, и вы понимаете, что теперь для вас открылись все двери. То, что вы так долго хотели достичь, либо вам необходимо было обрести, вот оно, пожалуйста, ну, можно сказать, что на блюдечке с голубой каемочкой. Очень хороший знак. Вообще у меня мурашки идут от этой отсыпки. Я вот смотрю и удивляюсь, и никак в себя не могу прийти. Еще мне показывают каких-то людей с вещами. Какие-то люди, то ли они приедут, то ли они уедут. Но тут с левой стороны событие, опять же, неожиданное. Если приедут, то вы явно этих людей не ждете. Особенно вас удивит, что у них очень много вещей. Может быть, это не вещи, может быть, это подарки. Подарки для вас, для вашей семьи. Если эти люди будут уезжать, опять же, люди не предупреждают, они просто вот собирают свои вещи и срываются с места. Для вас это будет тоже очень странно, и вопросов будет очень много, да, почему так происходит. Ну вот здесь как семья, либо пара, либо несколько человек, да, кто-то приедет, а кто-то уедет. Опять же, неожиданно, непонятно, будет о чем подумать, будет о чем поговорить. Но я так понимаю, что люди вам знакомы, не чужие. Если к вам приедут, то подарки, да, 100% подарки привезут и приедут, знаете, так на подольше, да, чтобы у вас погостить, с вами побыть, может, родственники. Если уедут, то уедут надолго, да, потому что вещей очень много, люди уедут надолго. Ну, что есть, то есть. Дальше я вижу звонок вам. Звонок, причем звонок очень интересный, вы очень много будете говорить, либо какие-то очень важные темы будете обсуждать, либо успеете за время звонка обсудить очень много разных тем. Прям поговорите, так поговорите. По делу, с толком, понимаете, в этом есть смысл. Не простой разговор, там, привет, как дела, ты знаешь, там сплетни, да, все сплетни вокруг. Нет, тут что-то основательное идет. Звонок, ну, благостный, можно так сказать, да, вы что-то узнаете, что-то вам подтвердят, либо чему-то вас научат, раскроют перед вами ту информацию, которая была вам недоступна. Ну, говорить вы будете либо долго, либо обо всем поговорите. Еще здесь показывают страуса, но страус вынял голову из песка. Вы перестанете от чего-то прятаться, вы перестанете что-то игнорировать, либо избегать. Обычно, как считают, да, страус прячет голову, когда он напуган. Вы не боитесь, и вы решительно настроены на то, чтобы добиваться своего, защищать свое и идти напролом. Вообще страус достаточно опасная птица. Да, у них мощные ноги, они очень быстро бегают и могут запинать любого, да, любого там зверя могут запинать. Вот и вы понимаете, что бояться не надо, что не нужно прятаться от проблем, либо не надо прятаться от каких-то не очень там адекватных людей. Нужно решать проблемы по мере их поступления. И что если не вы, то кто? Да? Вот вы у себя одна, вы у себя один, и надо решать. Ну вот на будущей неделе вам смелости не занимать, это 100%. И те люди, которые от вас ждут, что вы будете прятать голову в песок, очень сильно ошибаются. Наоборот, вы их очень удивите, шокируете тем, что вы очень активны и смелы. Я даже скажу, что вы будете достаточно дерзко себя вести, но вы можете себе это позволить, да? Потому что страус все-таки с правой стороны.
Дети кого-то очень порадуют. Ребенок, либо дети, ваши дети, внуки, может быть дети, с которыми вы работаете. Может быть, вы воспитатель, преподаватель, может быть, вы няня. Дети либо вести себя будут очень хорошо, либо дети будут там помогать, в чем-то участвовать. Ну вот будет очень приятно и радостно общаться с детьми. Прям почувствуйте, что вы удовольствие получаете, да, от того, что происходит. С детьми тут все хорошо. Так, какая-то женщина показана с ярким макияжем. Ну, либо она сама очень ярко выглядит, допустим, яркая одежда, ни по цвету, ни по сезону, ни по фасону, ни по возрасту. Такие, знаете, ядовитые цвета. Либо это макияж такой у нее. Очень наляписто накрашена. Там, может быть, там эти реснички у нее не настоящие, приклеенные. Может, там специально губы там обвела так, чтобы свистком было. Такая, вот, знаете, неприятная особа. Особа, которая ну, буквально за ваш счет пытается самоутвердиться. То есть она может вас в чем-то обвинять, она может вам что-то там предъявлять, пинать вас может. Но тут она просчиталась. Просчиталась в том плане, что, во-первых, за вас, неожиданно для вас, заступятся люди. Люди, которые будут окружать вас именно в этот момент. То есть буквально она еще не успеет ничего сказать, либо там первое слово сказала, и люди, которые рядом, все как один встают и за вас начинают заступаться. Вот единым фронтом идут на эту женщину, она же, знаете, пятиться начнет. То есть, в принципе, вы и сами за себя можете постоять, но тут вам просто не дадут это сделать, потому что люди, которые вас окружают, вас опередят. Возможно, это коллеги на работе, да? Возможно, это просто люди рандомные, которые будут в этот момент рядом. Возможно, это ваши родственники, возможно, это знакомые. Ну, в общем, я вижу, что вас будут защищать. И, если честно, вы в таком шоке, в приятном шоке, что люди так хорошо к вам относятся и что вас уважают, ценят и никому не позволят вас обижать. Возможно, вы страдали недавно, думая, что вы никому не нужна, что ваши проблемы никому не нужны. Возможно, вы даже как-то взгрустнули, да, там, на прошлой неделе, на этой неделе, да, взгрустнули, что вот одна я у себя и рассчитывать мне нужно только на себя. А тут окажется, что нет. Очень много защитников, очень много тех, кто ценит, уважает, любит и кто готов за вас бороться и защищать вас. Прям приятный, потрясающий момент согреет ваше сердечко и наполнит вашу душу добром и позитивом. А вот эта женщина, да, зря, ой, пожалеет, очень сильно пожалеет. Мне вообще идет, что эта женщина, она как будто бы изгой. Она становится изгоем, персоной нон-грата, человек, который сам себя погружает в одиночество, в отшельничество, да, никто не захочет с ней общаться. О ней пойдет дурная слава, что она скандалистка, что она очень неприятный человек, что она там, на всех нападает, что ей только ругаться хочется, да, бесполезный абсолютно человек, который только предъявлять умеет. То есть с ней вот люди просто прекращают общаться. Еще и дурная слава про нее пойдет. Еще одну мне женщину показывают. Женщина, у которой опустились руки, и вообще мне идет, что у нее какое-то тотальное выгорание. Выгорание, причем по всем фронтам. Она очень долго что-то делала, и она буквально в этой работе надорвалась. Да? Делала она эту работу, но мне вот идет, что вот ее деньги больше всего интересовали. Вот ей хотелось денег, и ей хотелось еще, знаете, как славы, что ли, хотелось. Ее слава тешила. Эта женщина, она к вам имеет какое-то косвенное отношение. Может быть, вы даже как-то с ней лично не знакомы, может, заочно знакомы. Вы за ней наблюдали, либо что-то вот было такое, да, она у вас была на виду. А тут вы узнаете, что у нее там выгорание, и она в таком состоянии коматозном находится, ничего не хочу, мне ничего не надо. И знаете, вот эта женщина, это как ее падение, забвение идет, да, момент, когда она сама себя выжгла дотла. Так сильно ей хотелось денег, так сильно ей хотелось славы, что теперь уже как бы все.
превращается в растение. И знаете, еще так показано, что эта женщина, она не сможет справиться с этим состоянием. То есть она уже выгорела до конца. До конца. И это уже необратимое состояние, и так уже останется навсегда. Возможно, это женщина, да, она уйдет с поста, с работы уйдет, там уволится, может быть, еще что-то сделает. Вот мне вот идет, что это ее последнее появление, либо последняя информация о ней. Даже не крайняя, а именно последняя. Больше вы ее не увидите, не услышите. И вот как ее эпоха, ее эра закончилась. Не могу понять, кто она вам приходится с левой стороны. Как-то косвенно вы знакомы, либо постольку, да, может, где-то пересекались, может быть, в принципе, не пересекались, но вот как бы вы ее знаете. Вы тоже очень удивитесь, потому что, чего-чего, а этого вы точно не ждали. То есть вам казалось, что она такая сильная, там, в себе уверенная, что и дальше будет идти как танк, да, на пролом. А тут на тебе вот такое случилось. Тряпичный танк оказался, да, выгорел, сгорел. Так, еще показано, что вы с какими-то людьми будете общаться, но общаться будете на равных. Хотя, в принципе, люди, я так понимаю, что гораздо выше либо старше вас. Выше это значит там должность, статус, положение. А старше, сами понимаете, да? Но вы будете общаться на равных. Вот как будто бы между вами все границы стерты. И это очень хорошо. Эти люди даже сами вам будут это предлагать, так и скажут. Мы все люди, мы все одинаковые. Давай как бы все вот эти статусы мы убираем, стираем эти границы в возрасте и будем говорить как есть. Очень такой приятный, позитивный разговор, в котором вам что-то будет предложено. Предлагаться будут какие-то, может быть, даже на выбор вещи, и вы будете думать, вот, никто не предполагал, и даже если бы мне сказали, я бы не поверила, что я окажусь за этим столом, и я буду говорить с этими людьми, и буду говорить на равных, и то, что мне будут предлагать, да еще и выбор предлагать, совсем какой-то другой космический уровень. Если честно, вам очень понравится, и люди эти понравятся, разговор понравится, и о чем-то хорошем вы договоритесь, будете очень довольны. Теперь давайте пройдемся по минусам следующей недели. Что вы ждете на будущей неделе? Вот вы чего-то ждете. Там либо какая-то задержка будет, задержка там пару часов, пару дней, либо вообще что-то отменится, переменится, может быть, даже перенесется там на неделю позже. Это вам, конечно, неприятно, это вам не понравится. Вы будете думать, что меня там поглазили, либо это дурной знак. На самом деле там ничего дурного нет. Там есть какие-то обстоятельства непреодолимой силы. То есть никто не виноват, не надо читать знаки, либо искать знаки там, где их нет. Здесь просто форс-мажор. Обычный, житейский, бытейский, не знаю, там какой-нибудь бюрократический, да, форс-мажор. Никакого дурного знака нет. Это и не хорошо, и не плохо. Нет, конечно, это плохо, потому что вы хотели получить, либо чего-то добиться, может быть, какой-то встречи, может быть, вам там посылка должна была прийти, может быть, еще что-то, встреча должна была состояться. Я вижу, что либо перенесется, задержится, перенесется, либо там на неделю позже пройдет. Это минус. Следующий минус касается мужчины. Не могу сказать муж, сын, парень, просто какой-то поклонник, да, ревность, очень сильная ревность, и будет чернее тучи ходить, будет бурчать, будет что-то там вам говорить, вот как-то вести себя будет непривычно, необычно, непривычно. Не будет говорить, что ревнует, но я вам скажу, что это ревность. Приревновал. Допустим, сын может приревновать. Может приревновать жених, муж может приревновать, да даже брат может приревновать. Знаете, вот какая-то ревность идет. Ревность, с которой человек пытается справиться. Но надо отдать должное, что человек, может быть, не на будущей неделе, может чуть позже справиться со своими чувствами и даже чувствовать будет себя виноватым перед вами, да, потому что приревновал, да. Надо было сдержаться, либо нужно думать было логически, а человек прям на эмоции повелся. Даже будет как-то пытаться скомпенсировать те неудобства, которые причинит. То есть если муж что-то, скорее всего, подарок вам сделает, там, покажет, что он вам доверяет, что все хорошо.
То есть, если какой-то поклонник, то же самое, да. В общем, надо у девочки просто потерпеть. Акцентировать нельзя хватать этого мужчину, там, трясти его нельзя и говорить: да что случилось, почему ты так себя ведешь. Ни в коем случае не провоцируйте неприятности, не провоцируйте выяснение отношений. Ну, видите, что настроения нет, ну, улыбнитесь ему, скажите: а я тебя люблю, да, ты хоть и бурчун, но я тебя люблю. Ну, либо как-то по-доброму скажите: а я там считаю тебя там другом, да, либо: а ты мой любимый сын, да, ты мой дорогой брат. Вот как-то так обыграйте эту тему. Нельзя ругаться. Ругаться прям под запретом вам, иначе вспугнете свою удачу, оленя своего вспугнете. Так, еще один минус касается победы какой-то женщины. Женщина, ну типа победительница, вся такая, знаете, в овациях купается. В чем-то мелком она побеждает, но ее победа — это просто выиграть бой, да? Но самое же главное, кто выиграет войну, в ее случае смеется тот, кто смеется последним. Вот. Да, вам будет неприятно, что она там чего-то добилась, либо ее там все поздравляют, может быть, вы даже знаете, что она там нечестным путем это все получает. Но с другой стороны, просто смолчите. Не акцентируйте на этом внимание, занимайтесь своей жизнью, занимайтесь своими делами. И поверьте, смеяться будет тот, кто будет смеяться последним. А это именно вы. То есть она выиграла битву, но вы выиграете войну. Вот так мне идет. Еще неприятный момент касается каких-то счетов. Не знаю, счет, что это оплата, чеки, счет. Может быть, там платежка за коммуналку придет, вы ахнете, скажете: да что творится, это кто столько накрутил там газа, либо там этого электричества, воды, либо, может, тарифы повысили, может быть, вам там пеню какую-то насчитали. Если честно, ну, прям неприятно, да. То же самое, может быть, какая-то платежка, не платежка, а там какой-то чек, какое-то предложение там по оплате каких-то услуг, и вы посмотрите, скажете: что за цены вообще, вы ошиблись цифрами, да, что-то лишние цифры приписали. Ну, то есть цены растут, я так понимаю, и вам это не очень комфортно. Хотя, наверное, это жизнь все равно, что поделаешь, да. Там высокие дяди решают, а мы, обычные люди, с вами расплачиваемся. Ну, вот как бы немножко подпортит вам настроение. Так, еще одна неприятность касается какой-то пешей, я не знаю, прогулки, что ли. Здесь вот мне погода идет. Погода такой, знаете, неприятный сюрприз может вам преподнести. Ну, допустим, вы где-то думаете пешочком пройтись, да, либо там не поеду на автомобиле, поеду там на общественном транспорте, погода хорошая, там ехать недолго. Вот, может пойти дождь, причем там проливной, с градом, с громом, испортит вам настроение. Вы ходите вся такая, думаете: ух, погуляю, пройдусь, а назад будете возвращаться то ли очень мокрая и злая, то ли просто мокрая, ну, с таким, знаете, подавленным настроением. Там уже как карта ляжет. Так, и еще, мои хорошие, с правой стороны перед вами стоят очень серьезные задачи. Вы смотрите на эти задачи и думаете: ну вот точно не смогу, я не потяну, это слишком много, я не успею, я не справлюсь. Может быть, на работе перед вами эти задачи поставят. Может быть, эти задачи вы сами себе ставите в своем бизнесе, да. Может быть, вы вообще дома сидите, домохозяйничаете, вы себе там тоже ставите задачу, там окна помыть, я знаю, там наготовить, закрутки сделать, что еще там, генеральную уборочку, возможно. Какие-то серьезные задачи, да, и думаете, что нет, я не смогу, я не справлюсь. Но я вам скажу так: я вижу, что вы не только сможете, не только справитесь, у вас еще и свободное время останется. Да, вот правда говорят: глаза боятся, руки делают. А ваши руки, они прям золотые, умелые. Вы очень быстро все переделаете, очень быстро со всем справитесь, и у вас еще останется свободное время. Только смотрите, никому про это не рассказывайте, потому что вас будут глазить. Не специально, не преднамеренно, но вот кто-то может сказать: ой, какая ты умница, ой, хочу как ты, ой, я так как ты не умею, да, и потом в следующий раз у вас так уже не получится. Вот. Лучше молчите, молчите о своем хорошем. Поверьте, даже люди глазят, сами того не подозревают, там, без дурных намерений, без дурных мыслей. Ну, вот такая энергетика у человека. Да? Он сам про себя не знает, но может поглазить. И еще мне какие-то цветы показывают. Цветы.
которые начинают распускаться. Они еще не распустились, они только лишь начинают распускаться. И здесь такой призыв к вам не торопить события. Эти цветы, они должны естественным путем в свое время распахнуться, да, расцвести. Не форсируйте события. Не надо там каждые 3 секунды подбегать и смотреть, ну что там, да. Увидели, порадовались и забудьте. Когда они расцветут, тогда вы точно увидите и свое получите. Цветы — это обычно радость, цветы — это хорошие события. И также цветами могут показать какие-то приглашения, какие-то оповещения, ну что-то хорошее, да. Вот, просто дождитесь. Если у кого-то день рождения, и вы думаете, когда же меня позовут? Когда же меня позовут? Почему меня не зовут? Не переживайте, вас точно позовут. Если это какой-то результат, просто дождитесь. Да, дождитесь. Дождитесь, все будет хорошо. И еще, мои хорошие, все, что вы купите на будущей неделе, вам на благо пойдет. Покупки могут быть как и там одежды, так и какой-то бытовой техники, так и, допустим, там продуктов, да, вот все, что вы купите, вам на благо пойдет. Почему-то у вас такой момент, что вы можете растеряться, либо задуматься, да, стоит ли мне что-то покупать, а нужно ли мне тратить деньги, а может быть мне подождать, да, вот какие-то такие мысли. Вот все, что купите, вам пойдет на благо. А то, что не купите, соответственно, не пойдет. Вот. Когда у вас будут сомнения, просто вспомните это предсказание. Все, что я куплю, пойдет мне на благо. Все. И, как говорится, смелее на кассу. Мои милые, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.